Продолжит наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, о текущей эпидситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 106 новыми случаями коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по республике. При этом необходимо обратить внимание, что в столице республики, в городе Якутске, зарегистрирован 61 случай, в Мегино-Кангаласском Улусе 19, в Усть-Алданском 5, в Амгинском, Горном, Чурапчинском по 3, в Алданском, Вилюйском, Намском, Нербинском по 2, в Кобяйском, Оленёкском, Сунтарском и Хангаласском Улусе по 1 случаю. Необходимо обратить внимание на наличие прежде всего новых случаев в Оленёкском Улусе. Это улус, один из которых был достаточно долго чистый от коронавирусной инфекции, в связи с чем соответствующие меры предосторожности должны быть приняты как гражданами этого района, так и, соответственно, особое внимание должны применить и оперативные штабы. Кроме того, осложняется ситуация в Усть-Алданском районе, в связи с чем как жителям Усть-Алданского района, так и гостям, приезжающих в этот район, необходимо обратить внимание на все-таки осложнение санитарно-эпидемиологической там ситуации. Под особым вниманием органов государственной власти относится Мегино-Кангаласский район Республики Саха-Якутия. К сожалению, со стороны оперативного штаба района принимается малое количество действенных мер, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и контроля на территории района. В связи с чем сегодня на заседании у главы Республики Саха-Якутия с районами республики вновь будет заслушан Мегино-Кангаласский район для принятия более кардинальных мер по, соответственно, нераспространению инфекции с учетом именно как территориальной расположенности Мегино-Кангаласского района, так и, соответственно, его сегодняшнего назначения в целом в экономическом развитии нашей республики. На территории республики продолжается вакцинация. На настоящий момент количество вакцины, поступившей на территорию республики, составляет 136 084. Дозы вакцины, первой вакцины уже получили 117 тысяч человек. Мы дальше продолжаем проводить и тестирование. За сутки протестировано 3200 исследований. Вообще, в целом, всего обработано у нас в республике за период пандемии всеми лабораториями 1 077 512 тестов. На настоящий момент по общему объему вакцинирования республика также находится в одном из лидеров по стране. У нас 86% от поступившей вакцины на настоящий момент использованы. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, режим удаленной работы для государственных и муниципальных служащих в нашей республике не менялся. Он составляет 50% от числа работающих. В связи с чем, соответственно, на настоящий момент Министерство труда будет осуществлять контролирование и контролирует соблюдение данного требования. В связи с тем, что произошли изменения, связанные с тем, что часть работников провакцинировались, то каждое министерство, ведомство рассматривается в отдельности. Удаленный режим работы рекомендуется для лиц старше 65 лет, больных с хроническими заболеваниями. И сегодня мы говорим о все-таки рекомендации удаленного режима работы для беременных женщин. Необходимо обратить внимание, что в настоящий момент в республике, если ранее у нас все-таки преобладали среди больных людей лица старшего возраста, то на настоящий момент увеличивается количество как детей, и дети выявляются практически каждый день, заболевшие новой коронавирусной инфекцией, так и молодые граждане до 30 лет. В связи с чем должна быть усилена в том числе личная ответственность за собственное здоровье граждан всех категорий. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы переходим к выпуску новостей. В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах.
Лед тронулся. Практически на всех реках Якутии наблюдают ледоход. Озвучим свежую информацию по гидрологической обстановке. В Алекминске построят новую котельную. Определен подрядчик, есть и подвижки в начале работы. В Мегино-Кангаласском районе проводятся субботники. Сегодня на уборку вышли сотрудники администрации района. Свыше 94 тысяч якутян прошли полный курс вакцинации от COVID-19, в том числе более 23 тысяч лиц старше 60 лет. Первый компонент вакцины получили почти 115 тысяч граждан, из них пожилые лица 29 700 человек. Всего с начала пандемии Якутия получила 136 тысяч доз вакцины, использовано около 85% от общего объема препарата. Анализ по выявлению коронавируса делают 16 лабораторий по республике, 12 в Якутске, по одной в Нерюнгри, Алдане, Мирном и Мегино-Кангаласском районе. Мощность лабораторий, ведущих ПЦР-диагностику, составляет около 7 тысяч тестов в сутки. Активная фаза ледохода на реке Лена продолжается по двум участкам на территории Ленского и Алекминского районов. Протяженность основного ледохода 108 километров. На обоих участках уровни воды в несколько раз ниже критических отметок. В Якутске ледоход ожидается с 15 по 17 мая. На реке Алдан лед проходит по территории Алданского, Устьмайского и Тампонского районов. Там уровни воды в среднем в 2 раза ниже критических. На реке Амге активная фаза ледохода наблюдается в Амгинском, Чурапчинском и Татинском районах. Уровни воды на 100-150 сантиметров ниже критических отметок. Протяженность ледохода 324 километра. В целом гидрологическая обстановка на реках Якутии спокойная. Накануне лед на реке Лени сдвинулся у Ленска. Однако в настоящее время ледоход у города приостановился. Сегодня, максимум завтра, мы ждем вот это движение ледохода на участке Ленск-Нюя и вниз до Алекминского района. По реке Амга она вот должна выйти уже в устье, то есть выйти на реку Алдан. А река Алдан выходит на Лену примерно по предварительным прогнозам с 17 по 20 мая. Ну, пока все по территории продвигается достаточно хорошо, согласно прогнозам. По оперативным данным авиалесоохраны на территории Якутии действует 9 природных пожаров в 7 районах и близ города Якутска. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 117 гектаров. Крупных пожаров нет. Идет непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах. На борьбу с огнем привлекались 207 человек и 24 единицы техники. За сутки задействовано 9 патрульно-контрольных групп в количестве 29 человек. По результатам работы составлено 2 протокола об административном правонарушении. Президент России Владимир Путин поручил срочно ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в Казанской школе номер 175. Отдельное поручение дано главе Росгвардии Виктору Золотову о срочной проработке нового положения о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте. Особенно необходимо учесть те виды стрелкового оружия, которое использовал стрелявший. Отдельно этот вопрос президент обсудил на совещании в режиме видеоконференции. Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионах вопросе, как обеспечение безопасности по образовательных учреждениях, остаются проблемы. В 2018 году уже было дано на этот счет поручение. Позже вышло соответствующее постановление правительства. Однако не все из того, о чем мы говорили, сделано в полном объеме, на должном уровне. Я поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход, вот это очень важно сказать, единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. Минпросвещение обсудит сегодня с регионами обеспечение безопасности детей. Как сообщили в ведомстве на совещании, также планируют обсудить вопросы профилактики детской смертности. Ранее ведомство направило в регионы рекомендации, в которых отметило необходимость провести проверки защищенности образовательных учреждений, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания. Связано это также с трагедией в Казани.
Казани, где при стрельбе в школе погибли дети. Ровно 10 лет назад в этот день был создан Госкомитет связи и информационных технологий региона. Сейчас ведомство носит название Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии. В честь юбилея сегодня запланирован ряд праздничных мероприятий и, как отметили в министерстве, решили начать с возложения цветов к мемориальной доске Александру Борисову. Напомним, Александр Ильич стоял у истоков образования Минсвязи, работал министром и всегда поддерживал республиканское телевидение и радио. При нем радио в регионе перешло на 17-часовое вещание. Также благодаря его упорству и дальновидности в нашей компании была проведена большая работа по переоснащению. Созданы 2 новых телеканала «Якутия-24» и телеканал «Мамонт». Сегодня, я думаю, то, что коллеги хранят память об Александре Ильиче, очень важно для всех нас. Не только для семьи, но и для коллег. Потому что, оглядываясь назад, мы понимаем, что все, что сегодня происходит, было заложено при непосредственном участии Александра Ильича. Я очень благодарна и хочу выразить благодарность от имени нашей семьи, министерству, ГУП ТЦТР, которое сейчас является уже другим предприятием, под другим названием, то, что они хранят память об Александре Ильиче. В Алекминске построят новую котельную. Определен подрядчик, автотранспортное предприятие города, ранее уже предоставлявшее эту услугу. Администрация Алекминска готова поддержать инициативу. Работы в этом направлении уже начались. Подробности у Елены Фаст. В этом месяце завершает свой последний отопительный сезон котельная «Экогрупп» в городе Алекминске. До конца сезона эксцессов быть не должно. В дальнейшем компания отказалась от оказания услуг. Поскольку на этом участке запитано значительное количество домов, отрабатывались варианты. Продолжают эксплуатировать эту котельную, как работает. В данный момент уже как плюсовые температуры более-менее вроде бы работает. Планы по котельной построить новую котельную с целью, так сказать, поставки, добросовестной поставки теплового ресурса потребителям. Администрация города заинтересована в этом деле, потому что все-таки это черта города, люди и тому подобное страдают от данного, так сказать, данной недопоставки тепла. Администрация города на данный момент разместила конкурс на предоставление субсидий подрядчику, который будет выполнять строительство котельной. Автотранспортное предприятие ранее и занималось оказанием услуг по поставке тепла в этом районе. Есть опыт и понимание, что и как должно быть. Котельная предполагается на другом виде топлива, то есть это на нефти, потому что есть все равно программы какие-то, районные программы о том, что с переходом со временем на газ это будет проще перейти уже на другой вид топлива. То есть там просто меняются форсунки и подключается газовое топливо. Сейчас такая тенденция вообще по республике идет. На данный момент ведутся переговоры с поставщиком оборудования. Определено место под новую котельную. Предприятие уверено, к началу нового отопительного сезона успеют подать тепло уже с новой котельной. Я думаю, что в этом году мы сможем построить котельную и запустить ее в сентябре месяце, когда начнется отопительный сезон. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Мегино-Кангаласском районе проводятся субботники. Сегодня на уборку вышли сотрудники администрации района. Им поручено очистить от мусора Маинскую трассу. Продолжит тему наш корреспондент. Маинская трасса – это начало республиканской дороги Амга. Данная дорога с Нижнего Бестеха через село Мая доходит до Амгинского района, и поэтому она перегружена автомобилями. На протяжении всей дороги за порядком и чистотой никто не соблюдает. За год накапливается достаточно мусора. Местная администрация начала уборку из этой маленькой территории, где заезжают постоянно устраивать кемпинг. И, естественно, за собой никто не убирается. Из этой маленькой территории собрали уже вот столько мусора. Месячник по санитарной обработке указом главы района действует с 15 марта по 15 мая этого года. В рамках месячника в каждом населенном пункте Мегино-Кангаласского района были организованы подобные мероприятия. И на слега наши убирают постоянно. И у нас работает хорошее волонтерство.
дети убирают, родители, общественность выходит на различные субботники. И вот уборка территории уже, как бы сказать, да, это наша вот традиция. Это очень часто проводится у нас. У администрации района определенная территория для уборки мусора. Общая протяженность территории 3 километра. Основными отходами являются в первую очередь бутылки, банки от алкогольных напитков. Во время уборки на этой территории вдоль дороги часто встречаются заброшенные вот такие вот автомобильные колеса разного размера. Неуважительное отношение людей к окружающей среде – это глобальная катастрофа. Безразличное отношение к ней приведет к духовной деградации. Это должен понять каждый из нас. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район. В Москве обсудили проведение цеха в прошлом году. Из-за пандемии традиционное торжество в Коломенском отменили. В этот раз праздник белого изобилия состоится, причем в День России 12 июня. Отметим, их организатором станет Намский УЛУЗ. Планируется масштабная культурная программа с участием артистов из Якутии. Пройдут спортивный турнир, творческие конкурсы, мастер-классы от ремесленников, дегустация национальных блюд, кинопоказы якутских фильмов. ИСЭХ в Коломенском в 2021 году будет проходить под знаком Года здоровья Республики Саха-Якутия. Мы не забудем знаковый праздник столетия якутского комсомола. Многие активности на площадках нашего ИСЭХа в Коломенском будут учитывать эти моменты. Например, мы собираемся проводить программу «Папа, мама, я, здоровая семья». Мы постараемся в активностях, связанных со сценой, с концертными номерами, с постановками фрагментов спектаклей, отразить комсомольское прошлое Якутии. А уже в следующем году в Москве, Санкт-Петербурге и городе Владивосток пройдут Дни Якутии. Мероприятия будут приурочены к столетию якутской автономии и 390-летию вхождения региона в состав России. Во время Дней Якутии пройдут выставки, где можно познакомиться с историей, культурой и традициями народов республики, а также узнать о новейших инновационных проектах. Мамонтовая фауна, экспозиция сделана в Якутии, фэшн-шоу, фестивали кино. Список культурной части весьма внушительный. Большой блок мероприятий также уделен и деловой части. Проведут подписание соглашения о сотрудничестве, состоятся круглые столы и обсуждение инвестиционного потенциала республики. Если мы будем говорить о значении столетней Якутии, значит, в 400-летней истории российского государства, то это будет совсем другое звучание. И будут восприниматься, да, и мы должны увидеть себя, значит, показать как совершенно незыблемый оплот страны на восточных рубежах. Вот это должна быть идеология, лечь в концепцию представления нашей республики в наших столицах. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.